О самых заметных событиях пятницы, 20 января, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Акт вандализма раскрыт. Задержанные подозреваемые, отпилившие нос скульптуры Семену Дежневу в Якутске. Единственная процедура, способная продлить жизнь. Третий гемодиализный центр «Диалог» открыли в столице. Жители Нерюнгри продолжают помогать мобилизованным. В районе реализованы уникальные идеи гуманитарной помощи, созданы благотворительные фонды. Расскажем подробности. Многодетная семья из Якутска замурована в собственном доме. Как так получилось, что вокруг участка со всех сторон соседей, а единственный проезд закрыт высоким забором и воротами? Горный перевал в Кюсю. В галерее зарубежного искусства имени Габышева начался показ уникальной работы японского художника. Комплексное развитие ТИКСИ стало главной темой рабочей встречи главы республики в Москве. Планируется действовать сразу по 3 направлениям. Это реконструкция существующего порта ТИКСИ, создание нового глубоководного терминала в Найбе и строительство пассажирского терминала для повышения уровня комфорта и безопасности в рамках круизных рейсов. Айсен Николаев поставил перед правительством задачи ускорить взаимодействие с инвесторами и партнерами. По оценке главы республики, проект развития морского порта ТИКСИ имеет огромное значение для развития Арктики. На сегодняшний день на стадию реализации выходит проект Кючуского промышленного кластера. Первые грузы от госкорпорации «Росатом» уже начинают поступать в порт для строительства атомной станции малой мощности. Перед правительством поставлены задачи. Первое, значит, уточнение грузовой базы для самого порта, совершенствование, значит, управлением акционерным обществом «Морской порт ТИКСИ» для модернизации портовой инфраструктуры, для, значит, реализации крупных инвестиционных проектов и, соответственно, безусловно, все это вкупе должно дать толчок к социально-экономическому развитию, к созданию новых рабочих мест. В Якутске открылся третий гемодиализный центр «Диалог». Учреждение оснащено современным оборудованием и рассчитано на 170 мест. Первый гемодиализный центр «Диалог» был открыт в Якутске в 2014 году. Он самый крупный на Дальнем Востоке. В свое время его открытие решило проблему дефицита диализных мест для пациентов со всей республики. Продолжит Мария Кардашевская. Алая лента разрезается. Ура! Для людей с почечной недостаточностью гемодиализ – процедура, способная продлить жизнь. А открытие новых гемодиализных центров ее облегчает. Ведь теперь у них есть возможность выбора ближайшего от дома. 50 лет советской армии, 26 – это адрес нового гемодиализного центра «Диалог». 29 аппаратов и высококлассные врачи готовы принимать 170 пациентов ежедневно. Под каждого подбирается удобное расписание. Лечение будет проходить, как и во всех центрах Якутии, в удобном для пациентов режиме 6 дней в неделю, в 3 смены, с тем, чтобы и работающие пациенты могли без отрыва от производства получать терапию, не теряя в качестве жизни. Ольге Мельчиновой диагноз поставили 4 года назад. Женщина признается, что живет благодаря врачам «Диалога». Было очень психологически очень тяжело. Человек конкретно работающий со своими планами, проектами. Ну вот, что делать-то? Значит, у меня жизнь разделилась до диализа и после диализа. И благодаря коллективу «Диалог», благодаря врачам, вот, держимся. Сегодня в республике на учете стоят 650 человек с этим грозным диагнозом. Но благодаря врачам гемодиализного центра «Диалог» у них есть возможность продолжать жить. Мария Кардашевская, Григорий Хлопков, Якутск. Буквально через 10 дней коррекционная школа-интернат в Якутске примет своих учеников в новых современных зданиях. Это событие станет большим подарком для обучающихся школы с нарушениями речи. Подробнее о благоустройстве в новых объектах расскажет Марферина Алексеева.
На протяжении многих лет воспитанники школы-интерната учились и проживали в старых деревянных зданиях. Планы на постройку новых объектов велись на протяжении более 10 лет. И вот, наконец, в этом году школа и интернат готовы принять учащихся. Двухэтажная школа на 120 мест и трехэтажный интернат – это около 5000 квадратных метров. На базе интерната круглогодично будут проживать 100 воспитанников, а это в 2 раза больше, чем прежде. Очень комфортно при нашем климате то, что ресурсами школы дети могут пользоваться, не выходя из зданий, так как интернат со школой соединены галереей переходом. Продумано и расположение комнат. Это 30 спален, в каждой из которых будут проживать по 4 воспитанника. Так разделены спальные комнаты на девочек, мальчиков, детей старшего и начального школьного возраста. В хозяйственном блоке расположены комнаты для хранения личных вещей, костелянная комната, прачечная. Имеются отдельные комнаты для воспитателей, 8 кабинетов для кружков самоподготовки. То есть созданы все условия, чтобы наши дети чувствовали себя уверенно, комфортно. Школа соответствует всем новым стандартам. Кабинеты оснащены мебелью, оборудованием. Имеется большой актовый зал с национальным колоритом, большая красивая библиотека, отдельная столовая и спортивный зал. Также учтены все условия для детей с ограниченными возможностями. Это лифты-подъемники, оснащение современным мультимедийным оборудованием для адаптации учебных программ. Помимо требований мы здесь учли дополнительно дизайн, и в каждом помещении есть определенные тематические граффити на стенах, в коридорах. Также определенные, вот как видите, здесь на стене указаны такие важные слова поддержки для детей. Здесь достаточно детально проработали, доработали и применили дизайн логотипа школы. Цвета были согласованы все с руководством школы, которые здесь будут располагаться. И, соответственно, мы постарались учесть все предложения тех детей, которые здесь будут учиться. Родителей же очень порадовал отдельный медицинский блок, в котором разместятся врачи разных профилей. И мы очень, все родители, конечно, ждали этого события. Мы очень долго ждали, можно сказать. И мы очень восхищены, что наряду с тем, что вместе с учебой наши дети еще будут развиваться и по части здоровья, да, и по части тяги к прекрасному. Здесь, оказывается, есть кабинет стоматолога, кабинет невролога. Будет очень хороший логопедический кабинет, психологический кабинет, очень просторный физзал, прекрасно обустроенный актовый зал, и мы очень рады. Подобная школа единственная в Якутии. В учреждении обучается около 200 детей из 20 районов республики. Благодаря строительству нового учебного заведения для детей с нарушением речи открылись новые, качественные возможности познания мирознаний и увлечений. Напомним, объекты построены в рамках программы государственно-частного партнерства. Марферина Алексеева, Георгий Григорьев, Якутск. Идем далее. Полиция задержала 2 жителей Хангаласского района, подозреваемых в осквернении памятника Семену Дежневу в Якутске. Мужчин в возрасте 34 и 36 лет обвиняют в вандализме. Один из них ранее судим за наркопреступление и привлекался к уголовной ответственности за мошенничество. Напомним, сообщение о повреждении скульптуры Семена Дежнева в полицию поступило 9 января. Установлено, что акт вандализма памятника культуры совершен ночью 26 декабря прошлого года. Перед повреждением скульптуры подозреваемые проводили время в близлежащем ресторане. Будучи пьяными, они забрали электроинструмент с места работы и, вернувшись к памятнику, отпилили фрагмент носа у скульптуры. Я отпилил нос памятнику Дежневу и Бакаяде. Хотел руку отрезать, потом нос отрезал. Не получилось руку. Долгое время, мне кажется, надо. В тот день мы отдыхали, бухали. Перебрал и отпилил нос памятнику Дежневу. Дистанционные мошенники активизировались. Как показывает статистика, только за прошлый год зафиксировали более 1600 преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Общий ущерб в итоге превысил 250 миллионов рублей, рассказывает Алексей Захаров.
Основными посягательствами мошеннических действий являются звонки от имени сотрудников банка, продажа того или иного товара в несуществующем сайте, а также оформление кредита на чужое имя. Для предотвращения преступных умыслов регулярно проводятся профилактические мероприятия по различным организациям и по местам массового пребывания людей. Посещаем организации, размещаем в этих организациях профилактические буклеты, доводим до сотрудников, как не стать жертвой мошенников, основные способы, основные методы борьбы с ними. Как показывает практика, чаще всего на удочку преступников попадаются люди молодого и среднего возраста. По отработанной схеме лжемошенники осуществляют операции, в результате чего происходит списание с банковских карт доверчивых граждан. При поступлении звонков с неизвестных номеров следует лучше прерывать разговор и обратиться самостоятельно в банк, перезвонив на горячую линию банка. Не переходить при покупке и продаже в сети интернет, не переходить в сторонние мессенджеры, якобы для безопасной сделки, не передавать неизвестным лицам коды и пароли из СМС-сообщений для подтверждения каких-либо операций. Кроме мошеннических действий через интернет и мобильные приложения, в городе фиксируют массовые случаи обмана водителей маршрутных автобусов и водителей такси, занимающихся частным извозом пассажиров. Мы тесно взаимодействуем с МВД, также водители, кондуктора все оповещены. Будьте бдительны, с каждым днем мошенники находят новые способы поживиться. Если вы попали в уловку недоброжелателей, незамедлительно позвоните по номеру 102 или 112. Алексей Захаров, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Подпольный цех по производству алкоголя ликвидировали в Нерюнгринском районе. К организации незаконного бизнеса причастны 3 уроженцев Республики Азербайджан в возрасте 26 и 27 лет. Бутлегеры приобрели в собственность один из гаражных боксов в поселке Биркакит и оборудовали в нем подпольный цех, где изготавливали водку различных торговых марок, сообщили в МВД. В помещении обнаружено и изъято 3600 немаркированных бутылок с горячительными напитками и 103 канистры спирта на общую сумму свыше 1 миллиона рублей. Многодетная семья из Якутска замурована в собственном доме. Вокруг участка со всех сторон соседи, а единственный проезд закрыт высоким забором и воротами. Невозможно ни войти, ни выйти. Проблема началась в 2014 году, но до сих пор никаких мер не принято. Семья совсем отчаялась и умоляет помочь с предоставлением сервитута. В запутанном клубке разбиралась Светлана Амосова. Частный сектор Сайсарского округа густо населен. И именно здесь между домами проживает семья Сметаниных. Напрямую подъехать или даже попросту подойти к их участку просто невозможно. Поэтому сейчас мы будем пробиваться через соседей. А здесь еще надо перейти через такой профлист. Во-первых, это очень неудобно, а во-вторых, практически невозможно, да еще с маленькими детьми. Многодетная семья Сметаниных в прямом смысле этого слова заперта в своем клочке земли посреди 8 соседей. Ранее проезд к дому был, но в 2013 году некая женщина выкупила дорогу и оформила в собственность, а затем продала другим. Те хозяева в августе прошлого года построили высокий забор и установили ворота. Таким образом, семья лишилась единственного выезда и въезда в дом, пока сосед еще не закрыл проходы. Но такие случаи уже были и не раз. Продукты вот так вот берем, смотрите. Через высокий такой забор передаем. Самое страшное, что в любой экстренной ситуации к дому ни пожарная машина, ни скорая помощь не сможет подъехать. Скорая приезжать не собирается. У ребенка высокая температура, плачет, сил вообще у него нет. Вообще ужас. Еле уговорили соседа открыть нам ворота. Дети не ходят в детский сад. Более того, второй сын Евдокии – инвалид с детства, и ему срочно нужна реабилитация. А каждый день ездить туда они не могут. Ему уже 4 годика, нормально не кушает, не ходит, поэтому реабилитационный центр надо.
Хозяйка дома рассказывает, что им приходится жить как в пустыне, сильно экономя на воде, так как не все водовозы соглашаются проводить такие длинные шланги до их дома, потому что в морозы они ломаются. Все, в следующий раз нас не вызывайте, дилер. У вас слишком дилер, такой холод, потому что шланги ломаются, дилер. Землю, на которой живут сметанины, зарегистрировал на свое имя их дедушка еще в 2012 году. С 2014 года он начал бегать по различным инстанциям и добиваться возвращения дороги. С тех годов накопились целые кипы бумаги с обычными стандартными отписками. Никто никакие меры не предпринял. Если там сосед закроет, не позволит калитку там через него ходить, с детьми лазать, что ли, через ворота, я физически не смогу лазать через ворота. Или вертолет там купить, то... Наконец, в ноябре прошлого года городской суд решил на 3 года предоставить семье сервитут, то есть временную возможность передвижения через участок соседа. Но ответчик обжаловал данное постановление. И 18 января Верховный суд отменил сервитут. Супруги бьют тревогу и отчаянно надеются достучаться до ответственных лиц. Ведь невозможно жить в такой ловушке с 3 маленькими детьми и быть отрезанными от всего мира. Сейчас за проверку взялся Следственный комитет. Но к чему приведет данное расследование, пока неизвестно. Сметаниным придется ждать и верить, что справедливость будет на их стороне. Наш телеканал и дальше будет следить за развитием событий. Светлана Амосова, Георгий Григорьев, Якутск. Жители Нерюнгри продолжают помогать мобилизованным. За последние 10 месяцев в районе реализованы уникальные идеи гуманитарной помощи. Созданы благотворительные фонды «Патриот» и «Виктория». Ими руководят и в них состоят обычные граждане, кому не безразлично будущее России. Подробности в сюжете. Руководитель благотворительного фонда «Патриот» Виктор Иващенко не понаслышке знает, что в бою нужно хорошее спецоборудование, поэтому и открывает сборы для их покупок. На собранные средства закупил приборы ночного видения с прицелом и тепловизором. Каждый спецприбор, специальное оборудование, тепловизор, прибор ночного видения – это десятки нерюнгринцев. Давайте, люди добрые, давайте поможем и направим из рук в руки спецоборудование нашим нерюнгринцам. Давайте объединимся. Ради победы объединились матери, жены, родные мобилизованных и еще десятки неравнодушных людей. Благотворительным фондом «Виктория» руководит Екатерина Крылова. Ее сын Вячеслав сейчас отстаивает честь страны на Украине. Первый гуманитарный груз 1,5 тонны практически самостоятельно. Еще такового фонда, как такового, у нас не было. Вот. Очень много нам помогли общественные организации и организации города. Второй груз мы отправили тонну, тоже в тот же адрес. А сейчас собираем 1,5 тонны, мы хотим отправить их к празднику 23 февраля. Просто залей кипяток и борщ готов. Так рассказывает о секретах полевой кухни нерюнгринка Юлия. Девушка на своей домашней кухне готовит сухой борщ. Узнала об интересном рецепте у волонтеров Амурской области. Быстро собралась группа единомышленников и начался процесс – сушка, термическая обработка овощей. Мы состоим в группе волонтеров женского совета амурских, где председатель Женя Пушина. Там девочки и мальчики начали готовить сублимированные борщи для отправки на СВО. Решили тоже заняться, продвигать это дело в Нерюнгри, потому что в Нерюнгри у нас мы не нашли ничего подобного. Откликнулись и те, чьи мужья родные сейчас воюют на Украине. Мы с Юлей обговорили все, приняли решение все-таки, что мы будем делать, сухой борщ сублимированный, что будем помогать своим мужчинам, и не только своим, чтобы у них поднять боевой дух, и чтобы это было все быстро, вкусно и доступно именно для них в их условиях. Сушилки девушки купили на свои средства. Много овощей передают предприниматели, неравнодушные люди. Хозяйки считают, что с любовью приготовленный борщ поднимет боевой дух солдат и верят, что таким образом помогут приблизить победу. Гульшат Лаврентьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. К другим темам. В галерее зарубежного искусства имени Габышева начался показ уникальной работы японского художника Касусики Хакусая «Горный перевал в Кюсю». К
Ксилография является 9-м листом серии 36 видов фудзи. Лист крайне редко выставляется перед посетителями. Гравюра чрезвычайно чувствительна к свету и влажности. Японский мастер творил в первой половине 19 века, когда Япония была закрыта для европейцев. Многоцветная гравюра выполнена с высочайшей точностью. Изображенный пейзаж покоряет масштабом и перспективой. Сюжет гравюры прост и поэтичен. Созерцание шедевра доставит настоящее наслаждение истинным ценителям изобразительного искусства. Ксилография очень уникальный вид графики. То есть это печатная станковая графика, которая используется в виде деревянной дощечки. На ней резьба по дереву наносится, и уже от этой резьбы отпечаток наносится на бумагу. Как уса мы видим с вами использовал несколько цветов, то есть на каждый цвет отдельная гравюра. Подобная гравюра, она может изготавливаться от нескольких месяцев до нескольких лет. Книгу «Комиссар» о легендарном генерал-майоре милиции Виталии Константиновиче Измерове презентовали в историческом зале Национальной библиотеки. Автор книги, журналист и писатель Альбина Избекова собрала воспоминания сослуживцев и архивные фотографии. Со страниц сборника ветераны МВД рассказывают о человеке, который всю жизнь отдал делу охраны правопорядка. Принципиальный и честный, он в непростые 90-е противостоял организованной преступности. Владея самбо, Измеров тренировал молодых сотрудников, что впоследствии помогало им при несении службы. Во время чеченских кампаний бойцы, подготовленные Измеровым, с честью выполняли свой долг и благодаря полученным навыкам возвращались домой без потерь. Также книга «Комиссар» содержит воспоминания о любимой супруге генерала Флоренции Измеровой, с которой они прожили более полувека. Такие люди рождаются раз в столетие. Это был многогранный, уникальный, умный, мудрый человек, воспитавший не только самого себя, он воспитал более 40 полковников и более 16 мастеров спорта по самбо и боксу. Он пришел в милицию рядовым, обыкновенным, без всякого звания, а закончил заместителем начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД России. Приверженность и любовь к добросовестному труду воспитывают в семье. Тому подтверждение алданская педагогическая династия Морозовых. Воспитатель Ольга Николаевна Морозова работает с дошколятами почти 45 лет. Учителем была ее бабушка. Почти полвека предметы словесности школьникам преподавала мама. Семейные традиции продолжает дочь. С представителями династии познакомилась Татьяна Вахнина. В январе во всем мире отмечается замечательный праздник – День снеговика. Согласно традиции, в эту дату полагается возводить снежных человечков во дворе. Погода, однако, к прогулкам не располагает, и воспитанники подготовительной группы детского сада «Колобок» мастерят причудливых героев зимы из бумаги. Дети такие разные, они такие вот прям и расскажут, что-то и поделятся. Ну вот, нравится вот. Но здесь работают те люди, которые любят детей. Ольга Николаевна Морозова работает с дошколятами почти 45 лет. В детский сад пришла сразу после школы. Сначала была нянечкой, затем, без отрыва от работы окончив училище, стала воспитателем. Вопрос выбора профессии никогда не был острым. Ольга Николаевна с детства знала, что продолжит семейную педагогическую династию. Наверное, все началось от моей бабушки, которая жила в Чите, воспитывала маму. Она была учителем начальных классов, потом стала заучем. Мама Ольги Николаевны Зинаида Григорьевна Морозова почти полвека преподавала школьникам предметы словесности. Семейную династию продолжила и дочь Ольги Николаевны. За вклад в воспитание и развитие подрастающего поколения воспитатель неоднократно удостаивалась высоких наград. Она очень хороший человек, и педагог, и воспитание детей очень даже вот мне нравится, как объясняет детям вот все вот. Профессия педагога – это непрерывный труд. В активе у воспитателя масса дидактических и демонстрационных материалов. Макеты, лэптопы и разнообразную атрибутику Ольга Николаевна делает в свободное от работы время. Дома с компьютером все это выпускаю, уже здесь, конечно, материал я начинаю доделывать уже. Поэтому дома тоже мама мне: Оля, ну отдыхать. Я говорю: мам, а как ты приходила с тетрадками, проверяла? Совсем скоро мальчишки и девчонки попрощаются со своей Ольгой Николаевной. Осенью детвора отправится в школу. Этот выпуск у воспитателя станет 10-м. Ну, еще в начальном звене их можно узнать.
А когда просто встречаемся, говорят: здравствуйте, Ольга Николаевна. Я сразу: ты кто? И говорят, сразу вспоминаю, какие они были маленькие. Здороваемся, они приходят сюда с Ольгой Николаевной ко мне. Они даже сейчас называют меня Наташа. С детьми скучно не бывает. Наставник взрослеет с каждым из своих воспитанников. Педагог находится в непрерывном движении и творческом развитии. Люди, пришедшие в профессию по призванию, не мыслят жизни вне тяжелого труда, приносящего ни с чем не сравнимое эмоциональное удовлетворение. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. В это воскресенье, 22 января, телеканал «Якутия-24» запускает новый проект «Танцуй». 9 участников разного возраста и профессий в тандеме с профессиональными танцорами представят телезрителям свои танцевальные навыки, которые с каждым эфиром, несомненно, будут совершенствовать. Символично, что в год труда участниками нового проекта стали именно трудящиеся. Среди номинаций есть приз зрительских симпатий, и он равносилен победе. Так, пара, которая наберет наибольшее число голосов в течение всех прямых эфиров, тоже станет победителем, независимо от выбора жюри. Первые голоса лучшей паре, по мнению телезрителей, вы сможете отдать уже в это воскресенье с 18 до 20 часов. Две пары, которые наберут наименьшее количество голосов, у них будет возможность набрать еще свои голоса в течение недели. То есть, когда закончится эфир, как было на проекте НВК Саха, сразу же пара, которая набрала наименьшее количество голосов, она выбывала с проекта. В этом выпуске у нас будет не так, у нас будет отделена целая неделя, и каждый житель нашего города может еще раз просмотреть, еще раз проанализировать, скажем так, просмотреть, всмотреться, вдуматься и отдать свой голос той паре, которую посчитают нужным оставить дальше. И о спорте. Организаторы вторых зимних игр «Дети Азии» встретились с журналистами. Пресс-конференцию организовало Министерство физкультуры и спорта Республики. На встрече стало известно, что после зажжения огня игр факел передадут хранителям огня. Затем они его доставят до места проведения игр. Напомним, в этом году зимние игры «Дети Азии» пройдут с 23 февраля по 5 марта в 4 городах Кемеровской области. Предварительно команда сборной Якутии будет представлена в 6 из 10 заявленных видов спорта. Это хоккей, шорт-трек, фигурное катание, горнолыжный спорт, сноуборд и лыжные гонки. Всего в Кузбасс из Якутии отправятся 62 спортсмена. Будет помещен в специальную капсулу на нескольких столбах, передан хранителям огня, и они уже его будут транспортировать именно в ней. Соответственно, сначала он приезжает в Якутск, 22 числа мы бежим эстафету, собственно, от факела к факелу, а после чего хранители огня увозят его в Кузбасс. В Кузбассе, соответственно, 24 числа он приезжает в город Новокузнецк, это южная агломерация, крупный город Кузбасса, и эстафета продолжится там. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и удачных вам выходных.